Карачаево-Черкесии состоялся первый юношеский турнир по футболу на Кубок Международного объединения «Алашара». Турнир посвящен 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В борьбу за главный трофей вступили команды из 9 абазинских аулов. Алашара впервые проводит такой футбольный турнир, и отрадно, что он вызвал небывалый интерес и получил поддержку как со стороны тренеров, так и со стороны районных и сельских администраций и школ. В церемонии открытия турнира приняли участие начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Абазинского муниципального района Руслан Кужев, глава администрации Эльбурганского сельского поселения Мурат Меремкулов, директор школы Фатима Шаева, которые от души поздравили детишек с участием в таком спортивном празднике абазинских аулов и пожелали им удачи. Руководитель обособленного подразделения АНО «Алашара» в Черкесске Рамазан Мхце зачитал приветствием президента Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Мусы Экзекова. Уважаемые участники турнира, в этом году Международное объединение «Алашара» проводит первый юношеский футбольный турнир. От души приветствую вас на этих соревнованиях и благодарю за то, что откликнулись на наше приглашение принять в них участие. Наша организация уделяет большое внимание созданию условий для занятий спортом в сельской местности. Мы хотим, чтобы физическая культура занимала больше места в повседневной жизни населения наших аулов. И здоровый образ жизни стал нормой для всех их жителей. В игровых видах спорта важное значение имеют не только сила, выносливость, техника, но и чувство коллективизма. Мне бы очень хотелось, чтобы наш футбольный турнир объединял как отдельные команды, так и всю спортивную молодежь народа Абаза. Будьте дружными, и победа всегда будет за вами. Желаю вам интересной борьбы, красивой игры, высоких достижений. Будьте здоровы. Президент организации «Алашара» Экзеков Муса Кабалевич. Первые же игры дали понять, что легких побед здесь не будет. Даже хозяева поля, уже имеющие за плечами титулы победителей всероссийских турниров, встречали отчаянное сопротивление соперников. Азарт, по природе свойственный детям, здесь зашкаливал. С какой вы команды? Откуда вы? Молодцы. А долго вы тренировались? Вот сколько лет у вас эта команда есть? Ну, мы же здесь тренируемся. С 10 лет. С 10 лет, да? А вот вы сейчас выиграли, какие у вас эмоции? Ну, конечно, рады. Победа. Вот вы играли с Апсуа, вот как вы думаете, вы эту выиграли, легкая у вас победа была, или же с ним было легкая, да, вы думаете? Хорошо. Ну как вы настроены на дальнейший выигрыш? На следующий ход. Хотите выиграть? Молодцы, хорошо. Организация «Алашара» ведет системную работу по развитию детского и юношеского спорта в абазинских аулах. Предпочтение отдается единоборствам и командным играм. Именно игра в команде помогает почувствовать настоящее чувство единства. Какой настрой был у мальчиков? Вообще-то настрой боевой всегда. Боевой настрой. Да. А футбол — это народная игра. Играют все, начиная с малышей. Первая игра, как они сами видели. Вот не было никаких переживаний, когда они сюда приезжали, как они себя вели? Мы же едем, так сказать, свой родной аул тоже обратился. Для нас это хорошо. Мы встречаемся, общаемся с ребятами, разговариваем, обсуждаем все вопросы. Не только чисто спортивные, и житейские. Так что вообще нельзя общаться, особенно детям. Пусть они знают друг друга. Вот видите ли вы среди всех команд, по вашему мнению, какая самая сильная? Мне кажется, победит дружба, конечно. А выиграет самый сильнейший. Все команды показали высокий уровень подготовки и мастерства. Спортивные секции в аулах под эгидой организации «Алашара» популярны не только среди мальчиков, но и девочек. Вот вообще, девочки, вот вы две девочки, которые играете в этой команде, вот как вы себя чувствуете в этой мужской команде? Вы сразу привыкли к этой команде или же как? Долго ли вы привыкали к этому? Сразу привыкли. Сразу. А долго вы с ними тренируетесь? Да.
уже, ну, примерно сколько? 2 года уже тренируюсь. Да, ну вот, вообще, как у вас проявился интерес именно играть в футболе? А вот когда ты пришла в футбольную команду, как мальчики к тебе относились, тренеры, как к тебе относились? Хорошо. Там не говорили они: о, девочка, как она будет с нами играть, нет? Хорошо. Поскольку вам лет? 12 лет вам, да? Ну хорошо, спасибо вам, девочки, удачи вам во всем. Так держать, дальше играть. Спасибо. Особо напряженными выдались матчи за призовые места. Третье место команде Красного Востока обеспечил единственный гол, забитый ими в ворота Инжичукуна. А в финале играли Эльбурган и Старокувинск. Здесь преимущество фаворита команды Шарпны оказалось ощутимее. Хозяева победили со счетом 3-1 и стали первыми победителями переходящего Кубка Международного объединения Алашара. По итогам турнира были определены лучшие футболисты. Самым надежным из вратарей был признан Рустам Шереметов из Красного Востока. Среди защитников выделили Артура Цекова из Инжичукуна, а среди нападающих Артура Дармилова из Старокувинска. Лучшим игроком турнира назван Хамзет Ионов из Эльбургана. Лучший игрок турнира по футболу Ионов Хамзет. Организация Алашара выражает огромную благодарность всем, кто оказал помощь в проведении турнира. Это администрация аула Эльбурган, дирекция Эльбурганской средней школы, повара Зурида и Тая Койчевы, Алина и Радима Меремкуловы, звукорежиссер Гурам Шереметов, а также волонтеры: Алина Жирова, Диана Мударова, Нелли Мукова, Залина Каралова, Мадина Ажба, Саньят Тукова, Салима Хачукова, Камила Ристова. Следующим крупным спортивным событием, которое организует Алашара, станут Абазинские игры, которые пройдут в июле в ауле Красный Восток.